Мы давным-давно скреплены кровью наших предков. Мы никуда от русского народа, от России никуда не уйдем. Просто будем самостоятельными на своей земле. Сами распоряжаться своей судьбой будем. Свободными будем. Это будет союз свободных регионов. Он будет крепче, чем союз рабов каких-то закабаленных. Дайте нам свободу регионам. А теперь обращаюсь к лидерам регионов, которые придут или сейчас даже сидят. Я не собираюсь их скидывать с власти. Пусть они у власти сидят. Просто поменяют отношение к народу. Дайте свободу своим городам, поселкам, деревням, общинам маленьким оленеводческим, которые у вас есть. Пусть и они тоже распоряжаются своим хозяйством, своей землей, как они сами желают. Что могут продавать, что не продавать. Пусть они сами своей территории самостоятельно решайте. Не бойтесь давать народу власть. Народ сам решит, как ему жить на своей земле, как семья вот свое решает. Вот это я обращаюсь к лидерам. Дальше по хозяйственным делам обращаюсь, по банковским делам. Поменяйте к чертовой матери вот эту нынешнюю банковскую систему, создайте новую. А эти долги, которые у народа сейчас висят, списывайте под ноль. Это несправедливые долги, которые нам вот эта диктатура навязала. Всем долги навязала, так что не расплатиться нам никогда для простого народа. Все это списывайте и создавайте новую банковскую систему. Совсем низким процентом для бизнеса, для народа, чтобы если кредиты давать, то и бизнесу, то под самые малые проценты, там, пусть весь мир завидует, что у нас бизнес малый самый процент, а простым людям, у которого бизнеса нету, вообще можно давать долги просто вот, долг взял, долг вернул, без всякого процента. Откуда у простого человека оборот капитала? Нету у него. Вот это придумайте что-нибудь, когда в будущем придете к власти. Насчет образования хочу сказать. Поменяйте вот это ЕГЭ, оно разделяет наших детей на плохих, худых, плохих, тупых, лишает детства. Отдайте всем детям среднее образование. Не делите их. Все дети должны получить среднее образование. Хороший он, плохой, тупой он, умный. Не надо их разделять. Пусть все дети наши получат среднее образование. Свое детство, они веселятся, как дети проводят. А когда закончат школу, это их выбор. Кому высшее образование, кому торговать, кому рабочим быть, а кому бездельникам. Как говорится, свободу молодежи надо дать. Свободу молодежи. Насчет образования, медицина хочу сказать. Медицина нормальная, я вот ничего плохого не могу сказать о ней. Пусть платная будет, кто талантливый медик, пусть зарабатывает своим трудом, пусть будет. А для бедных неимущих пусть бесплатно будет, это тоже нужная вещь. Вот это хочу сказать. Еще быстро хочу, чтобы съемка времени была. Это насчет тюремной системы. Я сам, как шаман, верующий человек, вообще против тюрем. Тюрьма это месть, это грех, не должно быть тюрем. Но пока мы этого не достигли, это я один так считаю. Но хотя бы тогда сделайте, пожалуйста, тюрьмы самыми гуманными в мире. Чтобы не было смертной казни, чтобы пожизненных заключений не было, чтобы 40 чудовищных этих не было, 10-15 лет. Что это такое? Лишать человека? Он же ошибся. Мы все ошибаемся, мы все заблуждаемся. А может даже и нарочно кто-то попал. Мы все люди, человек. Это наши братья и сестры там сидят. Вот сделайте тюрьмы такими. И создайте им условия хорошие домашние. И пусть самые гуманные тюрьмы будут у нас тогда. И давайте им отпуск каждое определенное время, каждому заключенному. Не надо их делить. Хорошее поведение, плохое. Они каждые люди, каждый человек. Независимо от поведения, там, от их преступлений. Они все люди, наши братья. Пусть отпуск едет каждое определенное время. Там на месяц, не знаю, на неделю, на 3 дня. Сами решайте. Вот я этим кровохранителям обращаюсь. И не надо бояться, что мы будем вам мстить, когда власть поменяется. Не будем вам мстить. Вы наши все равно братья и сестры. Месть это грех. Прощать вам будем. По новой вместе будем создавать жизнь. Ну, по-простому говоря, к ментам тоже обращать. Не бойтесь нас. Перемены власти. Не надо бояться. По новой, по справедливой мы сделаем нашу жизнь. А что еще? Про малый бизнес. Про малый бизнес, говорю, хочу сказать. Не надо давить налогами кустарные производства. Маленький человек сделал что-то, продал налог. Не надо им налог облагать. Он для себя кусок своего хлеба добывает. Маленькие торговые лавки тоже не надо налогами делать. Они для себя хлеб испекли, продали. Потом же из них пойдут всякие изобретатели, мыслители разные. Из этого народа выходит. И малые крестьянские хозяйства тоже не трогайте там. У человека 3-4 коровы, пара свиней, курей. Его тоже не надо налогами трогать. Он для себя работает, для своих детей там молоко продал, мясо продал. Не надо их налогами давить. А крупные фермерские хозяйства, налог берите, но тоже маленький, чтобы вообще весь мир завидовал. Вот у них хозяйство развивается сельское, у них мало налогов. Также крупный бизнес берите налоги, но также, чтобы их не давить. Вот маленькие налоги, как во всем мире, где-то там в хороших странах делают маленькие налоги, так и делайте. Вот еще мое краткое изложение.
Как говорится, за свободную Россию. Ура! Уру я ехал! Руй айкал чак татас.